Из окна жительницы Карабулака Мадины Евлоевой с недавнего времени видна не только школа, но и благоустроенная улица. Фрунзе сильно изменилась. Новое дорожное покрытие, тротуар, огражденный бордюрным камнем, светодиодное освещение, зона отдыха. Все это доступно для жителей и гостей города. Biraz daha da mesela akışa da sigda bu akışı hatta yok maşına attı de yok yer son dikkat burada ya. Освещение хватит. Освещение камелда цауха. Ну что холод يدخل лампаш. Но даёшь ее в халсагус что ханз сидел серии. Благоустройство Фрунзе велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благодаря нацпроекту, который инициировал президент России Владимир Путин, обновляются и появляются новые парки и скверы, строятся современные спортивные и игровые площадки, торговые центры, поликлиники, детские сады и школы. Здесь сделаем мини-парк, хорошее освещение, хорошие тротуары, хорошая дорога. Я просто пожелаю вот эту часть, они чтобы заполнили, заровняли, глиной этим черным залили, и мы посадим что-нибудь, или зелень, или что-нибудь, чтобы благоустройство чувствовалось во всем. Строители обновили 570 метров улицы. Помимо обозначенных работ, здесь установили лавочки и урны для мусора. Фрунзе стала одной из победителей рейтингового голосования по отбору объектов для первоочередного благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Всего в этом году жители Карабулака выбрали 3 улицы для обновления. За исключением улицы Фрунзе все работы аналогичны, но здесь было восстановлено дорожное полотно на других улицах, на улице Промысловой и на улице Заречная, без восстановления дорожного полотна. Рассекает по Фрунзе на своих велосипедах и городская детвора. Юные жители Карабулака, как и автолюбители, успели оценить новое дорожное покрытие. Здесь много социально важных объектов. По Фрунзе расположена школа-гимназия, медико-технологический колледж, мечеть и заканчивается улица православным кладбищем. Благодаря реализации нацпроекта эта часть города заметно преобразилась. Студенты и школьники смогут в более комфортных условиях добираться до своих учебных заведений. Также положительные изменения могут оценить прихожане мечети и посетители кладбища. Для пешеходов здесь, особенно в осенние и зимние, весенние периоды, когда обильные дожди и погода очень такая влажная, было тяжело очень передвигаться. Соответственно, жители данной улицы принимали активное участие при проведении рейтинга голосования. Вот на основании этих работ данный объект благоустроен. Пока жители и гости Карабулака радуются обновленным улицам Промысловая, Заречная и Фрунзе, нацпроект «Жилье и городская среда» будет реализовываться и в следующем году. По плану в 2024-м будет благоустроено еще 7 общественных территорий города. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев. Новости 24.